Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, и с вами, как обычно, Петр Цепандин. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая», и к нам пришел в гости режиссер Ларри Яковлев. Ларри, приветствую. Приветствую, Ты, кстати, второй человек, который второй раз пришел гостем на мою передачу. Поздравляю. Это большая честь. Да, это большая честь, это здорово. Слушай, ты уже знаешь формат нашей передачи, Да. это кулинарное ток-шоу. С чем ты пришел на этот раз? Ну, смотрите, я, конечно, хотел здесь подойти не таким, обычно же люди с всеми своими способностями приходят, Так, там, да. а у меня сегодня бутерброд. Бутерброд? Да. Ну, пусть. Ничего страшного. Он фирменный, Ага. я ему дал название, Так. называется почти как у всех. Почти как все. Ну да. Почти как у всех. Ну, Да. то есть это по аналогии названия фильмом, который твой первый фильм полнометражный, который вполне себе так достаточно успешно идет на всех кинотеатрах. Да. Так, да? Какая-то история есть у бутерброда? Почему именно бутерброд? Бутерброд, обычные бутерброды, там не придают никакого большого значения, но там... Ну, сделал бутерброд, намазал. Да, сделал. Ну, бутерброд, по идее, это же butterbrot, да? Да. Масло, хлеб. Всё. Масло, хлеб. Так. Ну, тут у нас тоже есть масло в этом Да, ингредиенте. хорошо. Ага. И, то есть, это как бы быстрый способ приготовить мини-пиццу себе. Мини-пиццу. Да. Ну, вполне себе уже такое второе блюдо полноценное получается, да? Да. Я так думаю, если уж все-таки это же бутерброд, это же быстро, да? Это быстро, но здесь не так уж быстро, потому Не что... так быстро. Какие-то такие есть изюминки для того, чтобы добавить какого-то Да. вкуса. Ну, то есть вкладывать душу туда-сюда. Любовь в Да, душу, хорошо, волнение, терпение и все прочее. Так, с чего начинаем? Мы начинаем с хлеба. С хлеба. Хлеб мы обжарим на масле. Ага. Потом мы готовим уже ингредиенты. Картошка нам для чего? Картошка нам для того, чтобы сделать из него чипсы. Чипсы. Да. Так, но каким-то образом будешь готовить их или как? Есть такое вот как лезвие, это как бритва. Лезвие, вот, да, вот. Не, как бритва есть, типа или терка, чтобы это на тонкие ломтики. Тонкие ломтики, нет, ну ножом можно это сделать. Да. Такого специального нету. Такое Ну, специальное почистить надо, я так понял. хорошо. Да, но мне кажется, да, лучше начать с картошки. А. Она же будет как бы этим, Мгм. как-то сверху она кладется, да, как чипсы. Да, просто перманентная бумага нужна Ага, и масло, ага. и потом тонкими ломтиками вот так вкладываем. И поджарить тоже, да? Не пожарю, а чисто в духовке. И она вот так, как полноценно, как чипсы. закрепляется. Нам тем временем наши продюсеры подают, вот, есть, оказывается. вот, Да. Спасибо продюсерам. Да, Они продюсеры молодцы. как Божьи по Да. словам молитвы отвечают нам за это. Вот, очень круто. Любой каприз, как говорится. Да. Вот, давайте начнем с чистки картошки, да? Да, держи, Ну, вот а это я знаю. нож получше подойдет. Я где могу? Вот здесь прямо Вот ты здесь, можешь. хорошо. И Ага. мусор под тобой. Ну что, конечно, давай поговорим о фильме, да? Мгм. Что за фильм, откуда идея, как все, давай, рассказывай. Идея была придумана 10 лет назад. Довольно давно. Да. И, во время студенчества. Просто в то время я не знал, что стану режиссером или тому подобное. Вообще, Тогда не знал? Да, вообще не знал. Мгм. Просто я был любителем кино, я очень любил кино смотреть. И мне как раз попался вот фильм «В душе я танцую» с Джеймсом Макэвоем. Мгм. Вот. Это, так скажем, мой первый авторский фильм, который я посмотрел. Ну, вообще понял смысл, что такое авторское кино. Мгм. И это меня очень вдохновило. Но я не начал делать почти какие-либо действия. Просто я был на воодушевлении и так далее. И потом меня добил вот фильм «1+1». Да. Это через год после того. Ну, то есть 1+1 это схожий фильм, именно, ну вот, как сценарий, сюжетная линия схожая. Скорее всего, не сюжетная линия схожа, а тематика. Господи, тематика, да, немножко, да, путаюсь в терминах. Так, ладно. Сюжеты совсем все разные. Ага. Все будут... Тематика, да. Ага, Все тема будут- инвалидности и да. все прочее. Так. Все будут сравнивать с теми фильмами. Это нормально. Потому что они начали... те фильмы, которые показали тенденцию такого жанра. Мгм. И как бы мне было интересно, как бы этот жанр повел бы себя в якутском аудитории. Мгм. И сейчас, как прокат у нас идет, мне кажется, вполне нормально. Вполне Мгм. нормально.
Уже 11 дней, ты говорил, да, идет фильм? Да, уже 11 Уже дней. 11 дней, и можешь сказать предварительные какие-то результаты, что это такое? Ну, Как успешность выражается? Количеством зрителей все-таки же, наверное, да? Ну, Статистика какая-то ведется. я человек, который, ну, люблю мечтать, но как бы более приземленно к реализму. Мгм. И, ну, кинопрокатчики говорят то, что фильм очень хорошо идет, практически за неделю, там, 3-4 дня полный зал. Полные залы. Да. Ну, это здорово. Во всех кинотеатрах, Во всех. да. Ну, круто. Вот. Ну, то есть, мы если, сами не если ожидали. кинопрокатчики довольны, ну, что еще оставлять? То есть Ну, еще фильм еще и продолжается, соответственно, касса будет расти. Да, да. Так? И, конечно, у этого фильма не только здесь выход, и скоро российский прокат будет. И, Выйди, давай я помою, Ага. помогу тебе. Российский прокат, это, походу, в мае будет. Идут переговоры с этими. Дубляж Да, на русский. с компанией дубляжа, которая вот, ну, занимается этим. Мгм. Вот. И мне очень нравится лично Кураж Бомбей, если кто знает. Кураж Бомбей, да, я Ага. знаю. Теория Вот. большого взрыва. Да, Как я Все встретил- ненавидят Криса. да. Да, Как я образ- встретил вашу маму и так далее. Ага. Вот, потому что они умеют в комедийном жанре передавать смысл. Вот, Мгм. они как раз-таки мастодоны по жанру Монти Пайтон. Монти Пайтон — это юмористический английский юмор. Да. Вот, они правильно вот это подают. М. И у нас Считается классика юмора, между прочим. Да, классика юмора. Мы такое же применение сделали в нашем фильме Мгм. Монти Пайтон. То Мгм. есть он не такой так искусственный, и он не такой интеллектуальный, как бы, с юмором. Мгм. Больше там более бытовые, более такие с черным юмором. Да, типа. ну, близко к реализму, да? Ну, то есть Ну да, к реальной да. жизни, Да, скажем да. так, да? И потом там бывают такие вот внезапные ситуации вот в юморе. Мгм. Например, если вы смотрели «Святой Грааль», там есть такая сцена, из поля выбегает там рыцарь, долго бежит. Мгм. На другой восьмерке смотрим двух стражников, они смотрят издалека. И сцена такая долгая, короче. Бежит, 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 они смотрят, кушают в это время, там что-то пьют, и т.д. Кушают, кушают, кушают. И потом, когда переходит на их восьмерку, этот человек резко появился в кадре, убивает их и заходит вот в туннель. Мгм. Это было очень, ну, внезапно и смешно. Да. Неожиданные эти, да, Да. поворотные моменты. Мгм. Ну, этот прием называется контрапункт. Как? Контрапункт. 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 Вот. Мгм. Это когда не схожее с внезапным как бы сочетается. Ну, вроде как бы то, что не вяжется по сюжетной линии, и Мгм. вдруг резко, короче, Да. смена этого, да? Что еще? Продолжаем, да? Да. Да. Ты параллельно рассказывай и про это, и про кино. И... Ага. Ну вот, Фильм, рассказывал, начали еще 2 года назад. Съемки. да, Когда, съемки. ну, то есть, сначала вообще, как, может быть, начнешь издалека, так как у нас все-таки передача 45 минут, я Мгм, думаю, мгм. успеется. Как вообще происходит создание фильма? Ну, то есть, ты же говорил, 10 лет назад у тебя Мгм. появилась идея, вдохновился фильмом. Ну вот, Тогда ты еще не думал, что ты режиссер. Да. А когда уже стал режиссером, Мгм. что должно щелкнуть, чтобы... С чего начинается вообще? Идея есть. Это все зависит от человека. Надо, когда у тебя появляется идея, надо их рассказывать. Так. Вот, то есть своим друзьям. Мгм. Вот, меня выслушал вот мой лучший друг, ну, друг из детства, Георгий Пенигин. Мы оба вдохновились. Мы в это время придумали как бы общую идею, но не саму структуру. Мгм. Вот. Но придумали название, почти как все. И нам обеим это понравилось. Мгм. И вот и в течение обстоятельств мы пытались писать сценарий и так далее, у кого-то бытовые дела и так далее. И все это как бы пошло на просто как память, как бы в шкафу как бы поставили эту идею. Да-да-да. И вот, То Под- есть ждала своего времени, да? да, ждал своего времени, и мы, я просто вошел в рутину, то есть я рекламный режиссер, снимал клипы и так далее. И, Так, ты рассказывал об этом да, как раз. Ага. ну, как бы, Занимался своими делами, скажем да, так. занимался своими делами. И потом у меня как-то скликнуло, что так больше произойти не может, типа. Ну, как бы. Сколько можно? Да, сколько можно рекламы снимать, сколько можно вот этот. И меня мотивировало вот, ну, мой первый авторский фильм, «Таксист» называется. Мы написали с женой. Мгм. И этот фильм выиграл 2 большие международные фестиваля. Ну, в Казахстане и здесь, Республика кино.
И это меня смотивировало, то, что, ну, то есть, то, что сделаны истории, как бы, людям нравится. Вот. И почему бы и нет, типа, я от этого вдохновился и начал вот, типа, всем говорю то, что я готов фильм снимать. Ага, И созрел. Да, созрел. И все Так. говорят, о, флаг тебе в руки, удачи, типа, Да, это давай, очень давай, сложно. получится. Да, Ага. некоторые говорили, это сложно. Не, ну так, к тому времени уже, получается, уже и с коллегами по цеху да, разговаривали, да. ну, то есть, да, какая-то своя Ой, тусовка. а почему я так, блин, Что-что? отвлекся. Картошку не надо было так, ладно. Тонко, а ты по-другому сделал, да? Ага. Ну ничего, будет 2 картошки, ничего страшного. Хорошо. И вот, короче, я познакомился с одним человеком, который участвовал в Сенате, Иннокентий Ханды зовут. Так, И он с тем обращался местным видеографам, чтобы снять тизер для своего фильма. «Багряный суду» называется проект. Это проект, это проект прикольный, мне очень нравится, потому что там показывают наши социальные проблемы, еще пожары в Якутии, которые ну тут да, да, да. происходят. То есть, ну это как бы наша действительность, что Ага, делать-то. да. И там в этом ходе событий происходят необъяснимые факты. Допустим, фантастика происходит. То есть, я не буду говорить спойлер, но Ага. там есть, появляется и чудовище, это как фильм наподобие «Очень странных дел». Ага. Вот, в жанре, Что-то мистика, короче. да, мистика. Твин Пикс, короче. Да, Twin Peaks. Ну, Ага. Но это как считается как блокбастер, потому что там главные герои дети, вот наши якутские деревенские дети, и там происходит очень много необычных ситуаций, и как раз таки мы в этом фильме выиграли питчинг с компанией Monumental, это российская компания, работает с голливудскими компаниями и так далее, то есть бюджет у нас в принципе нормальный должен быть. мгм. Вот. И в то время мы участвовали в Сенате, и резко мы выиграли, ну, стали одним из победителей Сената. Грант выиграли. Да, грант выиграли. Так. И это меня как бы тоже смотивировало, то, что так можно было, типа. Ага. Ну, То есть вы подали заявку, Мгм. и, ну, говорю, ну, авось повезет, типа, да, да? авось победит. Так. Просто вообще народ Саха, мне кажется, они очень боятся просто спросить или просто сделать какие-то действия. Частенько. Да, частенько Да, частенько. такое происходит. И в этом фильме мы показали то, что не надо домысливать за человека. Короче. Да. Вот. А вдруг То он есть- вообще не так думает. Да, вдруг он не так думает. Ну. И это был самым главным мотиватором нашего фильма. Мгм. Потому что у всех разные мысли, все индивидуальные. Ну. И просто многие люди этого не понимают. Просто я такой зритель, который вот рос, ну, 90-е, там, с фильмами Джеки Чанами, Ван Данами и так далее. Ну, первые, конечно, были да, такие боевики. Да, боевики. Куда деваться? Но у них была главная мотивация, то, что это крутые ребята, Мгм. типа, могут сделать абсолютно все, что угодно. Ну да. Вот. Спасти мир. Спасти мир, вот, мультики, которые сделали для тебя человечными и так далее. А потом я думаю, ну, возрастом думаю, а почему наше якутское кино так не делает? С поучительными информацией там, Мгм. что просто благодаря таким фильмам мы стали теми людьми, которыми вот сейчас являемся. М. Ну, потому что мы езжали там... В том числе, да? В том Ага, числе, да. Мы там езжали, там какие-то образы персонажей. И, допустим, я говорю привет, как Микки Маус, допустим, из какого-то мультика. Либо как дела там из Шрека, из Осла. Вот. М. Вот эти все характеры, как бы, они сделали нашу структуру мышления. Вот. Мгм. Поэтому якутское кино тоже обязан как бы строить вообще человеческие нравы вообще в лучшую сторону. Мгм. Ну, одна из задач, да, Да. которая стоит, да. Ну, вот тронули якутское кино, да. Не секрет, что да, но мы очень много обсуждаем. Ребята тоже приходят с индустрии, ваши коллеги, твои коллеги приходили сюда, да, режиссеры, актеры. Мгм. Всегда задаю вопрос, в чем феномен якутского кино? Мгм. Я, по-моему, тебе этот вопрос уже задавал, да. Мгм. Действительно, почему у нас так много снимают и так много успеха? Не от того же, что от количества, там 100 Мгм. фильмов сняли, 10 успешные. Многие фильмы успешные, и вот сейчас вот почему такое происходит? И Ну- почему именно много так снимают? В других регионах же не так. Ну, потому что, скажу вот такое, во-первых, это очень доступно. Ну, снимать кино здесь Доступно. доступно. Стало. Потому что оборудование не такое уж дорогое. Раньше это было Мгм. космический денег Да. стоило просто, да.
камеру найти было вообще невозможно. Сейчас среднестатистическое якутское кино можно снимать за 2, 3, 4 миллиона. Мне кажется, из-за того, что у нас доступность, у нас вырос такой большой интерес. Не, ну целый пласт родился людей, которые, ну вот, раньше был Сахафильм, Да. снимали, ну, конец 80-х, 90-е годы, ну, выходили первые, там, это Харамаска, туда-сюда, да, ну, мало же фильмов было, Да, вот да. Сайзар озеро, да, Ага. Ильмень озеро, да, Мгм. мало фильмов было, а потом раз, ну вот, что-то много стало. Просто мне кажется, в то... Что-то много. Да, просто мне кажется, в то время знание кино это было очень сакрально, типа. М. Вот. И типа. Первые кинотеатры начали Да. наполняться. Я помню, что Советский Союз, когда уже перестал быть, Мгм. 90-е годы, тогда были же, полный метр был. Мгм. Да, я помню, Кинг-Конга мы смотрели, Мгм. чего-то смотрели. А Мгм. потом все это затухло, все Мгм. упало. Были видеозалы, маленькие Мгм. телевизоры Да. 51 сантиметр, приезжали там в деревню Мгм. и с видеокассеты показывали тех же Брюс Ли, Мгм. Ван Даммов, Джеки Чанов. Мгм. А потом резко, я помню, по-моему, первый был фильм «Титаник», Мгм. который имел очень большой успех. Народ повалил в кинотеатр. Да, И поняли, что, оказывается, можно снимать российское кино, Мгм. начало вставать на ноги. И в эту тему уже вошло очень плотно якутское кино. Да, да. Так? Ну, то есть Да. я немножко рассказал историю, как я ее вижу, да. Ну, Ну, щас- Не, это действительно так. Это действительно Да, так, да. это Ну, и действительно. я как бы был молодой, конечно, я ходил в кинотеатр. «Титаник», что произошло? Что Мгм. такое, да? Ну вот мой первый фильм очереди тоже стоят. «Титаник». Тоже да, «Титаник». да. Вот кинотеатр Лены, я Да, помню, да. да. Народ прямо вот так, чуть ли не Мгм. так лежал. И все плакали. Я даже слышал стоны, как люди, бабушки, дедушки, там Да, все да. плакали. Ходили несколько раз. Да, смотрели, ходили несколько да, раз. несколько раз. Вот. Действительно, И, можно и я оказывается. когда сижу такой маленький, я вообще был школьником, ну вообще, сколько мне было? 6-7, по-моему. Когда «Титаник». Да, когда А. «Титаник». И потом я думаю, а почему они плачут? Типа, и Да. потом смотрю результат, что из картины они смотрят информацию, впитывают и плачут. Типа. Ага. Ой, я такой, как это? Сопереживание. Да, сопереживание, как это происходит, что происходит. Ну, у меня такие мысли приходили в Ага. детстве. Ага. И потом вот я постепенно понял, то, что это является самое лучшее искусство в этом мире, кино. Да, ну Вот. какая-то магия есть, Да. все-таки присутствует же, да? Да. Мгм. И вот, чтобы сделать такую магию в кино, конечно, ну, многие голливудские режиссеры говорят, то, что не нужно такое жесткое академичное образование по кино. Может быть и да. Да. Мгм. Потому что это Тарантино, это Джеймс Кэмерон даже, Мгм. вот Стивен Спилберг, они все как бы являются, ну, не окончившиеся. Ну, по большому счету, не самоучками. Да, Ну, первый, самый яркий, конечно, это Тарантино. Да, да. Чувак сидел в видеозале, Да. показывал, давал кассеты и Мгм. смотрел. Он говорил, что, по-моему, 10 тысяч фильмов смотрел, или даже Да. больше. Ну, это, скорее всего, термин для журналистов. Ну, Ага. да, ну да, скорее всего, он такой и смотрел, М. потому что он... Ну, да, делать нечего, целыми днями сидит, кино смотрит. Да, да. Смотрит, всю ночь смотрит, а потом Да. говорит, стань-ка я режиссером. И пошел режиссером. Мгм. И имел успех. Да. Да. Итак, ну, давай, время идет, мы Ага. с что-то разговорами, картошку мы нарезали. Да. Поговорили о кино, да? Поговорили о кино, но мы будем продолжать Мгм. говорить о кино. Мгм. Вот. Ну, я максимально поставлю тебе. Мгм. Разгреть надо это, да? Так, и мы все это, ну, кладем вот сюда, в одно место. Я обычно микроволновку ставлю. И все, просто, И вот так. да. И экономит так масло, так скажем. М. А когда вот сильно ложишь, там уже он воздух, ну, уже испаряется. И ты, считай, потратил 1/3 масла чисто на воздух. Так, а картошку мы положим, это, да, Ага, в духовку. да. Так, Ну, докладывай. ага. Итак, возвращаясь к фильму, да, который Мгм. сейчас идет, почти как все. Мгм. Вот, 2 года назад начали, Да. да, съемки. Ну,
Первый старт был неуспешен, потому что мы там заболели ковидом. Ну, Так. то есть я в том числе заболел. То Ага. есть главный... как бы, Начали съемки и пришлось поменять ну, планы. как бы смена началась, как бы вся команда пришла, загримировали этого. А где снимали? Нет, у нас была база, Мгм. вот из базы мы как бы выходим все, и в этой базе все собрались, все готовят это далее, камеры. Вот, и потом я плохо себя чувствую, короче. Думаешь, что происходит? Да, что происходит? Нет, тогда уже было известно про ковид, да. Да, Да было. неужели, да? Да, неужели, я говорю, я по-любому не заболел, ну, этим. И потом жена у меня как бы спрашивает, что происходит, как у тебя, ты как-то странно говоришь, потом я как-то странно себя чувствую, типа, она сразу опередила, типа, скажет, ты заболел, там, туда, иди, Анализы там, сдать надо. анализы сдать надо, и так далее. И потом, ладно, что происходит, давай я первую смену сниму, и потом после этого пойду. И посмотрим, что будет дальше. Да. И потом жена настояла, нет, дорогой, иди в этот гемотест, там. Ага, сдай анализы. Да, сдай А анализ. вот это тоже хочешь положить? Ну, куда деть? Я не знаю. Ага. Ну, Ну, если хочешь, положи, пожалуйста, конечно. Вот я сдал, ну, я такой с полной уверенностью, что все нормально, я просто простудился, типа. И потом приходит положительный результат. Пришлось все отменить. Я переживал за безопасность команды. И, Ну, конечно, да. Да, и сразу переубедил. И все такие, Да, рассосались. Да. Ну, куда деваться, да. да, Форс-мажор. да, форс-мажор. И все. И это были самые худшие мои дни в моей жизни. Ты в больнице лежал? В больнице лежал, Ух все уже там, ну, все печально происходило. Ну, Все печально, да? да, все печально. И дети мои заболели, там, короче, и Так, жена, аккуратно. все, короче. А вот туда. Сколько градусов поставить? Максимально. Максимальный? А максимально это 240? Ну, можно хоть 220 поставить. Давай, ага. 220 примерно на 15 минут. Хорошо. Технологический цикл ты знаешь, а вообще любишь готовить? Я часто готовлю дома. Мгм. И вот жена очень радуется, когда я на кухне что-то готовлю. Вот. Ну и постоянно люблю экспериментировать. Вот. И По-моему, просто я... По-моему, все творческие люди такие. Ну что-то обязательно это. Вот это тоже, мне кажется, нужно Ага, сделать. да. И вообще там обычно же жены же там типа они же считают, что мужья вообще слабо готовят. Мгм. Вот. Ну, оказалось, ну, у многих даже, я думаю, все умеют удивлять своих жен. Мгм. И мне кажется, у меня с этим отлично получается. Вторая порция. Мгм. Ну, вот видите, так более экономичнее происходит. Итак, прошел год. Мгм. Прошел год, и, Снова лето наступило. ну, скорее всего, прошло 3 месяца. Ага. Знаете, бывают же такие люди, когда что-то не получается, они вот так сидят погружены, как Киану Ривз, типа, таким с плохим настроением, типа, когда что-то не получается. И в этот момент меня вытащил вот, Витя Лифу. Вот. Он предложил там клип снять, сериал для НБК. Ага. Тем более заказ пришел. Да, заказ пришел. Так. Ну, скорее всего, не заказ. Я додумал, что НБК предложит свою идею. Я это полностью от этого, ну, не хотел избежать этого. Оказалось, что мы сами придумали идею. Да. Ну, то есть заказ с идеей, с этим вы должны сами все. Да, и мне Да. это как бы намного стало интересно. И потом я изучаю НВК. НВК, весь сериал, который имеется. И я заметил одну тенденцию, что когда локация и другая смена происходит, герои автоматически в одном же положении. В каком? В одном положении. Мгм. То есть сидят. Ну, почти. Практически, ну, во многих сценах, в каждом серии. Я спрашиваю, а почему так происходит, типа? Ну, удобнее снимать тогда. Да, Ага. так удобнее снимать. типа. Когда действия как будто мало, да? Да, действий как будто мало. Они говорят о бытовом, там, о семейных ценностях, отношениях и так далее. Ага. Я типа, это людям интересно, типа, спрашиваю. Ну, как бы себе спрашиваю.
я спрашивал самые яркие представители этих зрителей, там, ну, у матерей, там, у бабушек, типа. Они все говорят, что там Олох ден Олох, в той биме Олох ден Олох, или как-то. Жизнь это жизнь, да. Ага, или Аспад Антонаден. Вот это, они говорят, что вот эти сериалы самые топ, типа. Или Джолта, вот. Я все эти сериалы посмотрел. Так. Потому Ну, что то есть это была... Ну, сделать оценку, да? да, сделали оценку. Ага, и понять, Да. что зритель кушает, скажем так, да? Что зритель кушать. Так. Но моя задача была привлечь новую аудиторию, чтобы у НВК было больше аудитории. То есть это молодых зрителей. Молодежь, ага. Да. Поэтому сериал молодежный. Да, сериал Так, молодежный. сковородку давай уберем. Это выключим. Так. Но именно там настоящие зрители НВК не стоит пугать, потому что они должны привыкнуть к тому, что они смотрели, а если что-то необычное, они сразу, что происходит, опять Монти Пайтон произойдет. Да-да-да. И потом я посмотрел фильм, невиновный фильм. Невиновный, Джейком Джилленхолом, он работает на скорую, типа на колл-центре, и все это происходит в одном как бы здании. И мы погружаемся чисто в разговор их, там, с этим, с абонентом. И там абонент ведет себя очень странно, и мы погружаемся в психологический триллер. Вот. И потом я смотрю на наш этот, так скажем, самый мемный видео по «Алло, Ваня», типа. Алло, Ваня, это Володя. Ага, «Алло, Ваня», это было, я знаю, типа. И почему бы эту идею как бы вот так взять и сделать из этого юмор, типа. Ну, и как бы это бы смотрелось, как бы, ну, как сериал «Друзья», типа. И Виктору это понравилось, и потом мы решили с Кенти Ханды также вместе сесть и написать вот сценарий. И потом к нам добавился Гаврил Минкаров. Если кто не знает, это актер театра и кино. Который... Да, который в главных ролях Главной роли, да. снимается. И мой хороший друг. Мы с ним... Детсадовец. Да. И мы с ним снимаем наш этот любимый Кылгас-Капсян, если вы знаете. Ну, это, короче говоря, по-якутски. И вот, и нам нужен был Гаврил, чтобы он сделал там более приземленный юмор, деревенский, ну, чтобы зритель как бы понял. А моя задача как бы все как бы в структуру держать. Вот. И больше всего он работал с актерами, а я как бы все, ну, там, проверял, утверждал, мы друг друга спорили. Это были очень прекрасные моменты, и мне очень в целом понравилось. Ну, сериал мне показалось намного сложнее, чем кино. Показалось. Ну, Да. то есть, как человек, работавший и там, и там. А в чем разница? Ну, то есть, в чем сложность? Или в чем различие? Конечно, там бюджета очень мало. Бюджета катастрофически мало. В сериале? Да, в сериале. Так. И из-за того, что бюджета мало, ты не можешь по трамплину прыгать, ну, куда-нибудь дальше, что-нибудь, какие-то ситуации делать, что-то арендовать, что-то одолжить. Да, локации и все Локации, прочее, да, ага. техника, да, конечно. И вот мы сняли, прежде чем мы рассказали идею НБК, им понравилось, но они, конечно, как... Служба телевизионных сериалов согласовали с Марфой, да? Да, с Марфой согласовались, но потом они сказали: так, ребят, мы знаем, насколько вы способны, но может вы просто так словами на ветер выбросили, давайте докажите нам. Типа. И мы решили снять пилотную серию. Так. Вот. Пилотную серию сняли, мы долго искали наши персонажи, утвердили актеров, утвердили нашего главного героя. Это Эркен сразу согласился? Эркен, ну это все договорился, ну, Витя. Ага. Витя был продюсером, я спрашивал. И Эркену говорил. Да, он спрашивает: а кого ты видишь главного героя? Ну, там, ну, кто-то из детсадов, типа, там, ну, Шандо, типа, ну, наверное, там, Алексей был, вот это было бы замечательно. Бомба, да? Да. И потом на следующий день узнаю, Алексей мне звонит, то есть, ты снимаешь сериал, да, вот, типа, про что, ну, про колл-центр и так далее, я хочу, чтобы ты стал главным героем, типа. И он такой: посмотрим, типа, он пришел, почитал сценарий, увидел мизансцену и так далее, и говорит: да, я готов. И я все, радостью полные штаны и так далее. Удалось получить, заполучить звезду. Да, звезду.
Не только детство, он очень пластичный, с ним очень удобно работать. С ним практически максимум только 3 дубля было. Каждую сцену. Да, каждую сцену. Ну, круто. Ну, не каждую сцену, а почти кадр поставили, снимаем, сыграл, снято. Вот. Ага. Ну, у него очень круто получается. Ну, как правило, в юмористическом ты не должен снимать второй дубль, потому что как первый раз не пойдет юмор. Вот. Поэтому с Арконом было очень удобно. И мы, конечно, поставили второго первого плана. Я готовил одного человека на этот фильм, на «Почти косе». Это Аял Винокуров, Ялыч его зовут. И нам показалось, что такой... И мы искали такого характера типа людей, типа. И мы просто зашли в то время... Ну, в то время нормально работал один сайт. Мы там зашли, каждый пост смотрим. И в каждом посту там происходят такие адовые вещи. Такие комменты. Да, такие комменты, типа. Как будто люди этим живут, питаются этим. Мы такие, как такое возможно? Типа, людям это нравится. Там, такой ядовитую энергетику, да, брать. Я после этого захотел там что-то украсть, что-то сделать и так далее. Ну, какой-то погрузился в этот хаос, и мне что-то тоже захотелось плохого сделать. Чтобы сделать такого плохого, да? Да, чтобы сделать такого плохого. Ладно, оторвать бумагу, там, не знаю, там, ну, какие-то вещи, типа, сделать. И потом мы создали этот образ, типа, типичного диванного аналитика из сайта jokerect.ru. И Аял вот отлично справился с ролью, потому что у него не только была комедийная, но и драматическая роль. Потому что мы показали, что проблема в семейных ценностях, которые у нас происходят, то есть все погружаются в работу и забывают о своей семье и так далее. Там, у них там ребенок растет, они там типа ролики снимают, когда день рождения сына происходит или что-то типа такого. Ну, это я не по себе. Вот. Но в целом, типа, они ставят свою работу выше, чем на семью и так далее. Вот. И мы показали вот для молодежи, что такое вот быть ответственным в этом сериале. Мы показали в этом сериале то, что любая проблема, которая происходит в вашей жизни, его можно просто забыть, просто ну, как-то пошутить. Там. Обшутить. Да, ошутить. Да. Обшутить, да. Обшутить, да. Ага. И то есть проблемы, они должны быть чисто ваши, то есть бытовые, то есть там кожа у меня испорчена или что-то. Это потому что все исправимо. То есть или я толстый, или что-то. Это все исправимо. Тоже касается и любых проблем. Любые проблемы, они тоже исправимые. Когда у тебя с снежным комом происходят внезапные там проблемы, их можно решить. Потому что многие, ну, там, многие граждане или многие люди, как бы, когда происходит проблема, они просто тупо сидят и не знают, что делать. Это бывает. Заходит в тупик. Да, заходит в тупик. И в целом, короче, я в каждом фильме, в каждом жанре пытаюсь научить зрителя то, что в этом мире можно жить, в этом мире можно решать проблемы. Потому что самое главное в этой жизни — оставаться человеком. Вот это самое важное. Ну, самые главные человеческие ценности, да? То есть... Да, да. Потому что сейчас очень доступно, и животный инстинкт вообще тебя можно сразу быстро там, ну, взять тебя вверх, типа просто войти в Телеграм, да? Вот. И чтобы от этого избежать, надо снимать такие контенты, чтобы человек был человеком. Да, ну чтобы посмотрел и чему-то поучился, Да, сделал для себя, да. Ну, скажем так, правильные выводы, да? да, ну не таким методом, типа, смотри, этот человек так поступил, И ты поэтому так не должен, делай, вот так не делай, типа, там, а просто вот так показать, как этот человек решает. Да, проекцию. Мгм. Так, а между тем у нас картошка, смотри, нормально идет? Да, можно вытаскивать. Уже вытаскивать? Да, Да. да. Что-то у меня такое ощущение, что она немножко там зачепсевалась. Некоторые. Так, аккуратно. Мы это поставим, пожалуй, вот сюда. И закроем. Духовку мы выключаем.
Так, а это ты все мелко нарезаешь? Да, потому что если сильно резать, то во рту было неудобно. Мгм. Так, и теперь Это мешаете есть соль, перец? Соль? Мгм. Соль вот. Ну, не слишком жестко нужно. Ага. А, И перец надо, да? да. Перец у нас стоит, по-моему. Вот перец. Мгм. Такие чипсы получились. Мгм. Ну, можете попробовать кусочек. Кстати, да. Мгм. Ну да. Ну, на микроволновке она полноценно как чипсы происходит. Ну да. Ну что, Мгм. главное готово. Да, главное готово. И соединяющий этот ингредиент, весь этот творожный сыр. Начинаем собирать, да? Вот, по-моему, творожный сыр у тебя. Мгм. Им намазывать. Да, им намазывать. Да, вот маленький нож. Вот, на чем мы остановились. Как подбирали актеров для фильма? Для фильма. Ага. В этом фильме происходили реальные киношные кастинги. Ну, то есть под каждый характер, под каждый это Мгм. объявляли кастинг, потому что, ну, вот, да, в социальных сетях, да, мессенджерах гуляют же такие Да, объявления. да. Вот снимается фильм, Да. приходите, попробуйте. Как человек из индустрии, да, спрашиваю, а есть какая-нибудь, как сказать, Группа, да? нет, список актеров, которые вообще доступны? Да. Есть? Да. Якутских. Да. Ну, то есть из кого можно выбирать? То есть мы заходим в сайт. А там есть специальный сайт даже? Да, специальный сайт. Ага. То есть заходите в сайт, ну, во всех наших театрах есть такой список актеров. А, ну в театрах. Да, в театрах. Ага. И вот и там в комментариях написано, что этот человек туда снимался, там снимался, этот тот. А, ну фильмография. Да, а потом с ним связываешься. Возраст, рост, вес. Да, рост, вес, все есть. короче. Фото, портфолио, Ага, да. что играл, Ага. для чего, для каких ролей вроде Да, как подходит. да. Бывают же такие, которые Мгм. только этих отрицательных персонажей играют, Мгм. как Гэри Олдман, например. Да, никогда Да. ни одного положительного героя вроде как Мгм. не сыграл, считается. Но что еще? То есть вы проводили специальный кастинг? Да, мы проводили полноценный? специальный кастинг. Конечно, мы Айсена нашли легко, потому что мы под него писали вот нашего Ялыча, потому что мы его готовили к этой роли очень задолго. Мгм. То есть вы получили согласие и под него уже... Мгм. Да, Писали. писали сценарий. Так. А, Итак, самый главный этап, да, Ларри, у нас. Мгм. Фирменные бутерброды от режиссера Ларри Яковлева начинаем мы собирать. да. Что? Мы намазали на пожаренные хлебцы, Мгм. чипсы кладем. Да, Ну, картошку. картошку. Картошку, да. Так. Ну, все. А давай я помогу тебе. Да, давай. Чтобы побыстрее. Каждый себе. Мгм. Говорится, помоги себе сам, да? Да. Не, ну действительно как чипсы получились, смотрите, Мгм. вот. Дальше вот уже Вот это всё. перемешиваем, допустим, друг с другом. Друг другом. Ага, друг И другом. сверху просто. Да, и сверху. Ага. Ну да, действительно, как полноценные чипсы получаются. Можно, мне кажется, еще даже вот так же сделать и в духовку положить. Мгм. Чуть-чуть сверху. Не, Сверху можно уже сыграть. духовку уже не обязательно, Уже потому не что, обязательно. Я говорю, можно как ну вариант. можно, да. Как вариант, да. Потому что вот эта колбаса, она очень фирменная в плане того, что это местное производство колбаса, Мгм. чурочинская, и его надо вот в таком виде есть. В таком виде, да? Ага, вот в таком Хорошо, виде. я держи тарелку, чтобы не это. Ну что, приятного аппетита нам. Да, приятного Передача аппетита. наша у нас Ага. потихоньку заканчивается, поэтому, ну вот. А давайте вот так покажем, что у нас получилось. H. Все, пожалуйста, команда. Ларри, держи. Мгм. А тебе? Шо. Это мне. Ну что, приятного аппетита нам. Да, спасибо. Давай попробуем. Мгм, давай. С Кока-колой вообще самое то. Кока-кола, почти как все. Да, почти как все. Почти как у всех, да? Мгм. Вот. Ну что ж, Ларри, Мгм. передача наша потихоньку подходит к концу. Мгм. Ты помнишь, у нас есть такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру.
пожелания для наших телезрителей? Ну и, может быть, своими планами какими-то чуть-чуть поделишься. Смотрю на камеру, говорю, да? Не бойтесь вообще ничего. Потому что все доступно, все просто. И ни за кого не думайте, ну, за него там. Потому что вот, когда экспериментируешь, у тебя происходят такие вещи, как вот этот бутерброд. Все просто. Все просто. Просто надо его делать. И, конечно, я желаю вот зрителям самого наилучшего в этом мире, потому что смотрите якутское кино, потому что якутское кино — это очень интересная сфера вообще в этом мире, поэтому советую вам поддерживать такое. И что еще? Какие планы, да? Я буду продолжать, ну, заниматься теми вещами, которые меня привлекают, это кино, и буду максимально удивлять зрителя. Вот, Максимально стараться удивлять. Да, да. Ну, здорово. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях режиссер Ларри Яковлев. Ларри, я поздравляю тебя с выходом твоего Спасибо. первого полнометражного фильма, дальнейших, скажем так, творческих успехов. Ну, а я Петр Цыпандин, программа «Просто вкусно». На этом, друзья, мы заканчиваем. Будьте здоровы и кушайте, да, действительно, просто и вкусно.